Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Ника Гачава. Коротко о главном. Обсудили главные проблемы. Состоялась встреча членов Общественной палаты Абхазии с руководством и активом Галского района. В духе особого уважения к личности Владислава Ардзинба 15 мая во второй школе города Гал прошло мероприятие, посвященное дню рождения первого президента Абхазии. В памяти 102 героев 20 мая в селе Вяда-Баргяб состоялось торжественное открытие мемориала жителям села, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. В пятницу 19 мая в Доме культуры города Гал состоялась встреча руководства районной администрации, общественности города с членами Общественной палаты Республики Абхазия. Разговор получился откровенным, был затронут целый ряд ключевых для района проблем. Анжела Убилава с подробностями. Встреча членов Общественной палаты с руководством администрации и активом Галского района началась с совместной фотографии перед районным Домом культуры. Гал имеет очень серьезный как аграрный, так и туристический потенциал. Но есть и другая сторона, которая мешает развиваться в эти направления. Очень много молодых людей уезжает из района, город и села пустеют, что, несомненно, плохо сказывается на демографической ситуации Галского района. А человеческий ресурс – главный фактор развития, отметил член Общественной палаты Давид Пилья. Гальский район в то время давал около 30% объема экономики Абхазии. Да. Вы представляете, 30% это какой большой объем. Так что в этом плане в будущем Галия, она имеет очень серьезный потенциал. В Галии, конечно, всегда были замечательные труженики, но мы видим и другую сторону этого района. Мы с сожалением об этом говорим. Я знаю, что население города не так, то есть города, района не так бурно растет. Более того, очень много молодых людей отсюда уезжают. Я хочу поблагодарить руководство Галского района Константина Эдуардовича Пилья, который принял нас в таком составе, актив Галского района здесь. Гальский район был житницей Абхазии, самодостаточный район. И я думаю, что в перспективе вот все это восстановится, вместе все мы будем строить наше молодое абхазское государство. Нам нужно делать все, сказал глава Галского района Константин Пилья, чтобы хотя бы у молодежи была перспектива получить документы, учитывая, что отток, особенно молодых людей, происходит постоянно. Ежегодно около 250 учащихся, которые заканчивают школы, уезжают учиться в Грузию. Не больше 5, благодаря усилиям Россотрудничества, поступают в российские вузы. И максимум человек 10 в Абхазский государственный университет. Гальский район не молодеет, а стареет, когда родители понимают, когда ребенок видит, что им в этой стране, на родине нет никаких перспектив, конечно, человек будет уезжать и искать лучшей жизни, где он будет легализован, где он чувствует себя гражданином. Нам нужно делать все, хотя бы начать с того, чтобы дети, рожденные в Республике Абхазия, тут рожденные в роддоме, прошедшие детский сад, дошкольное образование, окончившие школу, чтобы у них была перспектива пойти в армию, служить и быть полноценными гражданами. Это вот это основная проблема. Если эту проблему не решим, людей руки, честно говоря, опускаются, вот как-то в энтузиазме, поддерживая друг друга, обещая, помогая другу, что завтрашний день будет меняться и будет по-другому, люди надеются и верят. Но все равно отток происходит, и мы должны делать все возможное, чтобы население оставалось, чтобы развивалось. Очень много вопросов прозвучало из зала. К примеру, житель города Гал Роберт Гацерелья попросил упростить процедуру выдачи паспорта, где в строке «национальность» записано «мигрел». На вопрос Гацерелья члены Общественной палаты ответили, что никаких законных препятствий на это нет. Но получить такой паспорт имеет право только гражданин Республики Абхазия. На самом деле гражданин Республики Абхазия сегодня может спокойно пойти в ЗАГС, написать заявление, называется «осознанное желание», и написать там, что хочет, чтобы в паспорте он был мигрелом. Никаких законных препятствий по этому вопросу нет. Другое дело вот гражданство. Только гражданин Республики Абхазия может вступить, написать национальность мигрел.
Главные вопросы, с которыми обращались жители района к членам общественной палаты, это документация и сроки ее выдачи. Есть случаи, когда люди 6, а то и 8 месяцев остаются без вида на жительство, отмечали обеспокоенные участники встречи. Я отлично держала вот так такое время, горячее время нашей Ботовой. А сейчас говорят, как будто мы вообще рабы, как будто мы не народ. Дети 16 лет говорят, что дети на руках имеют аттестат, что закончили абхазская школа здесь. Говорят, что ты, это не хватит. Как 16 лет, сейчас был, когда пошел в школу, и 10 лет закончил 16-летние дети, говорят, что еще не хватило. Если без родителя выросло это дети, что родителей не хватит, здесь это прописка. Не знаю, что, по-русски хорошо, не знаю, извините, душа болит. Как подчеркнул Константин Пилия, вопрос легальности для жителей Галского района регулируется постоянно. Но решение общественной палаты носит лишь рекомендательный характер, и она не правомочна принимать решения о выдаче документов, как и администрация района. Мнения и проблемы подавляющего большинства гальцев известны, и работа в этом направлении продолжается. Существует также комиссия по гражданству, и в отдельных случаях эти вопросы решаются, сказал глава района. В основном это все вопрос легальности нахождения, вопрос ощущения себя живущим на родине, вопрос перспективы. И все это сказано в основном. Мы не говорим паспорт. Мы даже слово паспорт не говорим. Коллеги сразу на это больно реагируют. Неважно, кто как говорит, мы хотя бы говорим о документации, чтобы хотя бы иметь документ о таком, как вида на жительство. Паспорт понимаем, где-то противоречит грузинскому гражданству. У нас это все понимается. Но бывают такие случаи, когда даже на эти шаги надо идти по особым случаям. Существует комиссия по гражданству, и на особых случаях эти вопросы тоже рассматриваются. Много историй и примеров, связанных с отсутствием документов, привели жителей района. Многие не могут выехать или приехать, чтобы попасть на оплакивание своих родственников, живущих в соседних странах, продолжить учебу, найти работу, получить пенсии, соответственно, вовремя оплатить налоги. Мы коренные жители, мы местные, мы, кто сейчас в настоящее время Галский район проживает, они настоящие патриоты. Я могу это откровенно говорить, настоящие патриоты. Мы не заслужили, что в карман лежал, наш карман лежал видно жительство. Мы не временные жители. Наши предки в веках жили здесь и продолжали мы здесь жить. Сотрудники паспортной службы, в свою очередь, напоминают, что закон запрещает выдавать гражданство Абхазии гражданам Грузии, и статус иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, также определен законами Республики Абхазия. Председатель районного собрания Беслан Кантари отметил, что единственный выход из создавшейся ситуации – это умение решать все вопросы сообща. Только многоуровневый комплексный подход может изменить что-то в этом направлении. Если мы все вместе не решим сегодня проблемы, которые существуют в нашем районе, то, поверьте мне, наши потомки нас будут точно проклинать. Они нам спасибо не скажут, и мы не имеем права переложить вот эти проблемы на их плечи. Правильно. Наше поколение должно решить. Мы должны решить эти проблемы, имея все на то возможности. Над нами сегодня Анша, только Анша и Хишагута, других сил пока еще нету, и дай Бог, чтобы не было, но может время утечь, и потом станет поздно решить какой-то вопрос. Нельзя не упускать ни секунды, я думаю, и нужно приводить в порядок все, что было или запущено, или как-то не усмотрено. Говорили на встрече и о других вопросах. Инициативная группа, отметил Беслан Кварчия, обращаясь к главе района, предложила поставить памятник первому жителю Галат-Лабгауну Кецба и просит рассмотреть этот вопрос, чтобы определиться с выбором места для установки монумента. У нас есть, появилась инициативная группа, есть такое желание, если вы не возражаете, в городе Гал
подберите место, мы хотим нашими силами, нашими ресурсами построить памятник основателю ГАЛа Талабхану Кецпа. Вообще мы всегда должны помнить историю, чтить, любить и уважать. Я думаю, это будет правильно перед поколениями. Если вы нас поддержите, от вас требуется только выделение места. После расширенного заседания члены Общественной палаты вместе с Константином Пьелия посетили туристические объекты района – Перепадную ГЭС и Галское водохранилище. Затем делегация направилась на контрольно-пропускной пункт Ингур, после чего на самую крупную гидроэлектростанцию на Кавказе – Ингур-ГЭС. Для членов Общественной палаты директор Ингур-ГЭС Ливан Мибония провел экскурсию, где отдельно остановился у каждого участка, начиная с главного щита управления. Подробно рассказал и показал принципы работы станции на схеме, показывая детально каждый объект. Анжела Убилава, Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Кал Медиа. В день памяти жертв Кавказской войны руководство Абхазии возложило цветы к памятнику махаджирам на Сухумской набережной. В церемонии приняли участие президент Аслан Джания, вице-президент Бадра Гумба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, общественность. 21 мая 1864 года – день окончания русско-кавказской войны. В результате войны тысячи абхазов покинули свою историческую родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора в Турции. День памяти махаджиров ранее в Абхазии отмечался 31 мая. С 2011 года отмечается 21 мая.
С памятью о предках. Специально к 21 мая редакция Галмедиа подготовила интервью с потомком абхазских махаджиров Астамуром Гамгия. Как оказалось, Астамур Гамгия не только известный в Абхазии сосудистый хирург, главный врач Центральной районной больницы города Гал, но и человек, который заботливо хранит предания своей семьи, тесно связанные с одной из самых трагических страниц в истории абхазского народа. Бережно хранит и передает своим детям. Как известно, во время Кавказской войны многие абхазы подверглись насильственному изгонению, выселению, среди которых были, как я понимаю, ваши предки. Вот расскажите, как отразилась Кавказская война на жизни ваших предков, куда они были выселены? Безусловно, эта трагедия коснулась и нашей семьи с маминой стороны. Индиевцы, 4 человека были тоже выселены. Из них 2 жили в Чгердах, а 2 в Паквешах. Чгердинцы в 1864 году с очередной волной махаджирства были, как говорится, из Цабала. Они из Чгерды попали в Цабал, там скрывались. Оттуда потом уже со всеми остальными жителями Абхазии уже через реку Келасур по морю были уже отправлены в Турцию. Попали они в прибрежные села Адапазара. Со временем они там организовали поселение. Именно все те махаджиры, которые были с Абхазии высланы, они все вблиз морских побережий начали оседать. И вот абхазы именно они вот сплотились, и даже вот на сегодняшний день они это село назвали Чгерда, где они живут. Вот, по-турецки называется Сунук, а по-абхазски они до сих пор ее называют Чгердой. У них есть своя интернет-страница, где они всю историю своего рода расписывают. Я их очень долго искал, нашел, вышел с ними на связь. 2, которые вышли из Паквеша, гильдиевцы, они через 10 лет уже со следующей волной были уже направлены в Турцию. Это был 1874 год. По историческим данным их было 4. Это был Рецеп, Хазартан, Кягуа и Сосрук. Вот, которые чгердинские, они были это Сосрук и Хазартан. А паквешские Кягуа и Рецеп. Вот они, из них уже потом впоследствии гиндиевцы, которые сейчас живут в Адапазаре, в Турции, но они уже по многим городам, как говорится, расселились, но их предками были эти люди. А один из них был двоюродный брат моего прапрадеда. Вот. И дед долго-долго искал вот этих вот гиндиевцев и нашел их в 1987 году. Нашел их и со своим сыном поехали они тогда еще дорога через Грузию была, поехали они через Грузию на машине в Адапазар. Мужчина, 4-юродный брат моего деда, Ишриф Киндия. Он и по сей день живой, ему 96 лет. Вот. И там были такие некоторые веселые моменты, когда они пришли к ним в гости.
дядя рассказывает, говорит, заходим домой, говорит, все, сидим за столом, общаемся. И налили, говорит, в прозрачные стаканы стали жидкость, похожую, говорит, на коньяк. Ну, мы сидим, говорит, ждем, пока хозяин дома, говорит, произнесет тост. И ждем, а хозяин дома, говорит, поднял, пригубил, поставил, говорит, я, говорит, так беру, смотрю, чай, говорит, ну ладно. Алкоголя, говорит, мы так и не дождались, потому что, как понимаете, многие мусульманские семьи алкоголь не употребляют, да. А потом уже, ну, пообщались, все, легли спать. И под утро уже мулла в рупор на весь город молитву начал читать. А дедушка, бедный, подумал, что что-то случилось с человеком, кричит на улице, подбежал к Эшрефу, будить его, говорит, просыпайся, говорит, на улице с кем-то приключилась беда. И тот ему объяснил, говорит, это не беда, говорит, а так и так, говорит, это каждодневная молитва, которая по утрам с восходом солнца читается, говорит. И вот такие вот веселые моменты у них были. Вот. И потом началась у нас война грузино-абхазская, и мы потеряли контакты. Дедушка бедный умер, и я вот искал, очень долго искал. У меня вот по роду работы иногда попадались турецкие пациенты, и я всегда у них спрашивал, откуда они, не знают ли они такого вот человека, как Эшреф Гиндия. И вот буквально в ноябре поступил ко мне пациент, и очередной раз задав этот вопрос, он мне сказал, да, говорит, он мой сосед, мы живем через забор. И благодаря ему я, как говорится, нашел все координаты, я нашел все данные, вышел с ними на связь. Они мне уже свои фотографии прислали, все. И Эшреф Гиндия, ему 96 лет, и он хотел на этот Новый год приехать в Абхазию. Он здесь уже очень давно не был. И даже говорил своим детям, говорит, я, говорит, хочу, чтобы меня похоронили, говорит, в Абхазии, когда я умру. Вот он, Эшреф Гиндия, 96 лет ему, очень такой поджар, такой старичок. Это его семья, супруга, дочка, сын. Вот. И здесь у меня это уже потомки Хазартана. Вот Сюхул, который, или Сюха его зовут, Сюха, тоже Гиндия. Вот. И вот они приезжали к нам в Абхазию сюда. В каком году было? Это сейчас я скажу, это был год 1988. В 1988 году это вот село Паквеш. Вот он, Сюха, какой молодой. Вот это он. А это вот мамин двоюродный брат. Это вот мамины братья двоюродные. А это дедушкин брат двоюродный. Вот. И это уже вот тоже мамины братья, а вот Сюха сам. Это вот Мухтар Гиндия. Это под Паквеше он живет. И вот они, ну, до войны они приезжали к нам, знакомились со всеми гиндиевцами. Вот. И потом после войны как-то этот момент ослаб. Это уже отчий, дедушкин дом, Паквеш. Вот с какими воспоминаниями вот и чувствами, может быть, делились ваши родственники? Каково вообще было уезжать, оставлять родину помимо воли и вот начинать жизнь с нуля в новом совершенном месте, оставляя все? Может быть, вот они с собой успели что-то взять, я не знаю, горсточку земли, фотографии, что-то, вот какие воспоминания? Я вот разговаривал с Эшрефом, с его детьми. К сожалению, очень мало чего у них сохранилось от потомков.
Вот. Но сохранился кинжал, которому уже несколько сотен лет. Вот. И они его берегут, это как семейная реликвия. Он у них в Адапазаре находится, в том доме, где впервые вот Сосрук Индия основал свою семью, свой очаг. И у них есть такая традиция, они раз в год все гиндиевцы собираются и устраивают такое застолье для того, чтобы все равно, когда люди женятся, потом у них дети появляются и так далее, нужно общение. Если этого не будет, они потом теряют друг друга. И чтобы вот этих потерь не было, они ежегодно встречаются, а самое главное, что они сохранили чистый абхазский язык. Я вот сейчас, когда с ними разговаривал, чисто на абхазском языке, без запинок, там были, конечно, некоторые диалекты, именно старинные, испокон старые слова, они его используют по сей день. И у них все дети, которые по сей день живут в Турции, все знают абхазский язык. Наряду с турецким языком у них абхазский на самом почетном месте. Вот. И свадьбы, когда играются, все пытаются делать максимально приближенными к кавказским традициям. Даже элементы жертвоприношения у них сохранились. Особенно у тех, сейчас про городских, конечно, нет, а кто живет в селах, они эти элементы сохранили по сей день. То есть я вот общался с представителями других фамилий, вот у меня авизбовцы есть знакомые, они вот мне рассказывали, что вот эти элементы в селах, у них это все по сей день имеются. И еще самое главное, у них есть совет старейшин, куда входят самые старые жители, выходцы из Абхазии, то есть махаджиры. То есть и когда какие-то споры возникают, которые нельзя, требуют именно решения мудрецов, они обращаются к совету старейшин. И уже, как говорится, вердикт старейшин, он уже непрекословный. То есть и никаких уже споров и обсуждений после этого вердикта они не вносят. И беседуя с жителями Турции, нашими братьями, вот именно с Ишрифом, с его поколением, со взрослыми, они говорят, молодежь-то может особо эти тонкости все не помнит, да и Ишриф сам всех этих нюансов хорошо не помнит, потому что он-то уже родился в Турции. Вот. Но по словам своих предков он говорил, что было очень сложно, особенно тем, у кого были маленькие дети. Очень много детей умирало от инфекции. Турецкое, как говорится, начальство, в кавычках, тогда царство было, был свой султан. Вот, они с пренебрежением относились, называли их, грубо говоря, голодранцами. И были, конечно, семьи, которые многих приютили. И благодаря таким семьям очень многие выжили. То есть именно жители местные, они оказывали помощь, они детей кормили. Конечно же, взрослые подрабатывали, помогали, все в дань оказания уважения за то, что они им помогают. Но очень было тяжело. И процентов, можно сказать, 30-40 погибло, которые именно туда попали, потому что начались межрелигиозные конфликты, начались грабежи, нападения, пытались женщин умыкнуть, но потом уже местные выходцы из Абхазии, которые, прибыв в Турцию, увидели, что если они не сплотятся, то
в скорейшем будущем от них ничего не останется. И вот они организовали такие крупные поселения, все сплотились, все, как говорится, в единый кулак организовались, и по сей день именно единство их и сохранило, и по сей день они вот так и живут, потому что иначе им бы не выжить было. Вот. И рассказывали случаи, когда, кстати, по поводу доблести духа, они были очень такими ярыми, и уже спустя энное количество времени именно вот этих вот ребят, абхазов, которые прибыли, султан их к себе на службу начал принимать. Потому что они себя очень героически показывали, и те, кто соглашался, им уже, их семьям были определенные поблажки, определенные, так говорится, подати, и многие вот на службу к султану потом пошли. И потом со временем они уже мусульманились, то есть приняли ислам, и уже из поколения в поколение они все стали мусульманами. Как вы сами лично оцениваете масштаб вообще катастрофы, жертв, поломанных судеб во время Кавказской войны? Вот. И что лично для вас значит вот это 21 мая? Мы, конечно, со скорбью вспоминаем этот день. Мы всегда в этот день оказываем дань уважения, лишний раз позвонив своим братьям в Турцию, общаясь с ними, что мы их не забываем, ждем их всегда на своей исконной земле. Вот. И они нас тоже на все праздники пытаются поздравлять, учитывая, что Гиндиевцев я относительно недавно нашел, то после этого случая они уже 2 раза поздравляли даже с Пасхой, хотя это христианский праздник, но было такое поздравление. Сёха Гиндия, вот он пытается максимально всегда быть в контакте и очень так не пропускает ни одних праздников. Всегда ему уже 58 лет, но всегда со мной как со сверстником разговаривает, и именно вот брат Саща, вот в таком ракурсе. Так что очень приятно, и, конечно же, мы всех их ждем. Это не означает, что они сейчас все переедут сюда жить, но приезжать в родные края как, не как гости, как хозяева, а никто им этого не запрещает. Вот, и мы с удовольствием изо дня в день общаемся, говорим им это. Вот. А по касаемо масштабов трагедии, ну, учитывая, что абхазы были немногочисленными, поэтому этот момент для демографического показателя был очень катастрофический. И по сей день это сказывается, так как данный момент, как демографический показатель, он очень на низком уровне. Но если всех абхазов соединить, то не так уж нас и мало. А если иметь в виду тех, которые конкретно в Абхазии находятся, конечно же, исходя из того, что большую часть, как говорится, выслали, то сохраниться как народ было очень сложно. Но мы выстояли, мы смогли и должны дальше стараться все делать для того, чтобы наши традиции, обычаи, язык не потерялись, передавать своим потомкам, чтить, уважать и, самое главное, показывать это все в поведении, а не на словах. Все абхазцы должны чтить, соблюдать, уважать, передавать те традиции, которые нам оставили наши предки, потому что они были тщательно отобраны, и эволюция закрепила то, самое главное, что необходимо для правильного существования. У меня в планах есть поехать в Турцию, забрать с собой брата. Он учился в Турции 5 лет,
в совершенстве владеет турецким языком, и посетить все абхазские поселения, познакомиться со старейшинами, конечно же, со всеми гиндевцами. Искал папину фамилию гамгиевскую, но никого я не нашел. И в очерках, и в тех документальных данных, которые мне предоставили из Турции, я гамгиевцев там никого не нашел. А вот гиндевцы есть, и вот хочу со всеми ими лично познакомиться, и в скорейшем будущем я воплощу эту мечту в реальность. 14 мая – день рождения выдающегося государственного и политического деятеля, основателя современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, крупного ученого-востоковеда Владислава Григорьевича Арзенба. Ему исполнилось бы 78 лет. 15 мая во второй школе города Гал прошло мероприятие, посвященное дню рождения первого президента Абхазии. Слово Наня Абшилава. 15 мая во второй городской школе имени Жансуха Муратия прошло мероприятие, посвященное дню рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Вначале прозвучал гимн республики, почтили память первого президента минутой молчания. На памятном вечере присутствовали ученики старших классов и педагоги. Была проведена выставка, посвященная жизни и деятельности Владислава Арзенба, а также состоялись выступления учеников с песнями и рассказами о нем. Ученики окунулись в историю своей страны и узнали много нового о первом президенте Республики Абхазия, которому 14 мая исполнилось бы 78 лет. Владислав Арзенба появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных периодов ее истории. Он возглавил страну, став не только политическим, но и духовным лидером народа. Борьба за права и свободу Абхазии были делом всей его жизни. В сознании людей Владислав Арзенба навсегда останется одним из самых ярких лидеров Абхазии, заслугой которого стали свобода и независимость республики. Как вы сегодня заметили, были зачитаны доклады о разных этапах жизни Владислава Григорьевича. Это молодые года, студенческие года, когда он учился, занимался наукой. Потом следующий доклад был посвящен этапу, когда Владислав Григорьевич занимался политикой, уже будучи депутатом Верховного Совета Советского Союза. Следующий этап – это как лидер национально-освободительного движения, и этап как главнокомандующий. И, естественно, в докладе были отражены этапы, когда он уже стал первым президентом свободной, независимой, суверенной Республики Абхазия. Был воспроизведен интервью Владислава Григорьевича Арзенба грузинскому телевидению, где непосредственно он говорил о нашем Гальском районе и о его взгляде на будущее Гальского района. Я думаю, многие, не только учащиеся нашей школы, но и многие родители уже взрослые и, может быть, к сожалению, педагоги это интервью никогда не слышали или не видели. Я надеюсь, многие после сегодняшнего мероприятия уже найдут в интернете, в просторах интернета это видео имеется, и они более тщательно послушают интервью Владислава Григорьевича, и они уже сделают выводы, посмотрев на все, что происходит здесь, вокруг нас, уже с другого ракурса. Что касается сегодняшнего мероприятия, я как руководитель школы доволен мероприятием. Мне очень понравилась тематика, подобранная для сегодняшнего мероприятия, и фотовыставка, и выставка учебников, литературы художественной, посвященной Владиславу Григорьевичу. И та работа, которая была проделана, она мне дает уверенность сказать, что дело великого сына абхазского народа в Гальском районе живет и очень долгие века будет жить, и оно будет флагом для населения нашего района и для нашего подрастающего поколения.
Особое внимание было уделено историческому интервью Владислава Арзымба грузинскому журналисту. Роль первого президента примерил на себя ученик 9 класса Георгий Заркуа, а журналиста Рауль Кобалия. Государственному телевидению Грузии, Первому каналу, остается только поблагодарить вас за предоставленную возможность побеседовать с вами. Я со своей стороны тоже должен поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить по телевидению. Я считаю, что как раз одна из важнейших задач сегодняшнего интервью – это все же предоставление возможности для выражения абхазской позиции по тем вопросам, которые у нас существуют. Да, расчеты были такие, что понадобится где-то около десятка лет для того, чтобы все это количество вернулось в Абхазию по тем меркам. Посчитайте, сколько лет у нас утекло с 1994 года. Посчитайте каждый месяц, сколько людей. Ведь если бы процесс шел нормально, не было бы тех событий, которые произошли. Цифры наверняка могли бы и возрастать. Да, кто и как будет обеспечивать безопасное проживание в регионе? Ну, вы, во-первых, не совсем верно трактуете смысл этих документов, на которые вы ссылались, потому что там речь идет о необходимости взаимодействия двух сторон в решении этой проблемы. Но мы от взаимодействия в решении проблемы не отказываемся. Наоборот, мы считаем, что без взаимодействия довольно-таки сложно обеспечить безопасность, потому что если опять будут продолжаться террористическая деятельность, совершенно очевидно, что все вернется на круги своя. Все участники мероприятия получили возможность выразить свои мысли и эмоции, связанные с личностью Владислава Арзымба. Сегодня мне выпала честь более близко познакомиться с личностью первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзымба. Это великая честь, и я думаю, что такие мероприятия делают большую работу в развитии молодого поколения в сфере истории. Я могу привести одну маленькую цитату, о которой говорили древние греки. История нужна человеку, чтобы знать ошибки прошлого и не допускать их в настоящем. И эта цитата вправду является на сегодняшний день актуальной. Спасибо. Памятное мероприятие прошло в духе особого уважения к личности Владислава Арзымба и оставило яркое впечатление у всех участников. Оно позволило каждому из них лучше понять и оценить вклад первого президента в новейшую историю нашей страны. Нана Абшилава, Борис Цацуа, Гал Медиа. 20 мая в селе Вяда-Баргяб Галского района состоялось торжественное открытие мемориала 102 воинам, уроженцам этого села, погибших в сражениях Великой Отечественной войны, организованное Координационным союзом организации русских соотечественников Абхазии при участии молодежного движения Абхазии «Время молодежи». Наши корреспонденты побывали на открытии мемориала. В селе Вяда-Баргяб Галского района состоялось торжественное открытие мемориала 102 воинам, жителям села Баргяб, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Мемориал находится в самом сердце села. Рядом детский сад, школа и администрация. Открытие памятника – важное событие не только для жителей села и Галского района. Почтить память предков пришли сотни людей – гости, сельчане, школьники, которым теперь предстоит взять шефство над мемориалом. Сегодня мы участвуем в торжественном мероприятии открытия мемориала, памятника в честь 102 воинов, односельчан, павших в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С вашего позволения зачитаю вам приветствие министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, при поддержке которого состоялись ремонтно-восстановительные работы на данном мемориале. Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, от имени правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и от себя лично выражаю искреннюю признательность всем тем, кто готовил к открытию мемориал в селе Вяда-Баргяб Галского района.
Сегодня мы отдаем дань памяти 102 воинам, односельчанам села, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Наш священный долг – сохранить и передать потомкам память о героическом подвиге советских бойцов. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил народ Советского Союза за победу. От имени посольства России хотел бы выразить благодарность и признательность правительству Москвы, руководителю общественной организации МДА «Время молодежи» Геннадию Васильевичу Кожухарю, СОРС Абхазии за внимание к такой важной теме, как сохранение памяти о героях, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Напомню, что именно московские власти оказали целевую поддержку общественной инициативе по ремонту этого мемориального комплекса. Наш общий долг – сохранить память о подвиге советских воинов, неимоверными усилиями добившихся великой победы. Реконструкция памятника проводилась совместными усилиями Координационного союза организаций русских соотечественников Абхазии и молодежным движением «Время молодежи». Благодаря инициативе главы администрации села Баргяб Галского района Дмитрия Шларба. Прямое участие в процессе приняли и сами сельчане, приводя в порядок центральную часть села. Очень важно сегодня такие мероприятия, и кто, как не мы, лучше знает, потому что при нашей жизни была война, также агрессор напал на нашу родину, отстояли, защитили, и такой же ценой сложили головы лучшие ребята, и страдает демографический фонд. И очень важно, и дай Бог, чтобы эти наши дети не видели больше войн, такие памятники, это история. На церемонии торжественного открытия присутствовали глава Галского района Константин Пелия, советник посольства Российской Федерации в Абхазии Александр Шеремет, руководитель представительства Россотрудничества в республике Дмитрий Федотов, представители пограничного управления Российской Федерации в республике Абхазия, члены Общественной палаты ИКСОРС, председатель общественного объединения «Молодежное движение Абхазии» Геннадий Кожухарь, актив Галского района и села Вяда-Баргяб. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наши дорогие дети, сегодня мы присутствуем на открытии восстановленного мемориала. Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто приложил сюда усилия, кто проявил инициативу. Это Дом правительства Москвы в Абхазии, в Сухуми, это коллеги с Россотрудничества, это Коалиционный союз русских соотечественников, главу администрации, всех коллег, директора школы, всех, кто в этом участвовал. На сегодняшнем мире глобальном вы видите все, что происходит, уважаемые друзья. И для нас самое главное и самое ценное – это сохранить тот мир, тот хрупкий мир, который сегодня на нашей земле. И мы должны делать все, чтобы наши дети знали и помнили, что за беды были, и сохраняли в будущем этот мир. Спасибо всем и низкий вам поклон. Вечная память героям. Памятник представляет собой архитектурную композицию в виде 3 полотен. На правой плите выполнена надпись «Вечная слава героям 1941-1945 годов». Никто не забыт, ничто не забыто. На левой плите выгравирована фигура матери, а в середине фигуры бойцов, рвущихся в бой. В центре сооружения с 3 колоколами. Я уверен, что этот комплекс станет одним из самых знаковых в Гальском районе. И как бы сегодня не пытались переписывать нашу историю, невозможно вычеркнуть из мировой памяти 1418 дней самой страшной войны. В республике Абхазия память о той страшной войне священна, а героизм ее сыновей бессмертен. Великая Отечественная война оставила шрамы в каждом городе, селе, населенном пункте,
Но мемориальные комплексы, такие как этот, обелиски, памятники с красными звездами, хранят имена погибших героев, которые вечно будут жить в нас. В мемориале 102 воинам послужит тем самым напоминанием о бессмертном героизме, о силе, духе ваших односельчан. Очень символично, что сегодня, когда уничтожают памятники, установленные в благодарность Красной Армии, которые признаны увековечивать память погибших людей, освободивших от фашизма не только нашу страну, но и половину Европы, о подвиге великого советского народа помнят люди. Продолжают открывать памятники, приходят с цветами, а самое главное – с чувством бесконечной благодарности в сердце. 17 тысяч человек из Абхазии не вернулось с той страшной войны. Из вашего села 102. Разные люди. Молодые, старые, хотевшие жить, но они не вернулись, они выполнили свой долг перед Отечеством. Мы сегодня с вами самое главное делаем. Можно построить дорогу, можно построить дом, можно дерево посадить, можно мост сделать. Но я хочу поблагодарить администрацию Гальского района, сельчан. Хочу лично поблагодарить Геннадия Васильевича Кожухарь. Мы делаем самое главное сейчас. Мы не забываем наших героев. Борьба с фашизмом продолжается, и очень важно, что мы храним память о прошлом, память о павших, память о героях, отдавших свою жизнь за Родину, отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. Сегодняшний день, он очень знаковый, потому что совсем недавно прошел праздник, 9 мая, 78 лет Победы мы отметили. Идут года. Летят столетия, и я надеюсь, что никогда в жизни мы не забудем павших, тех павших за нашу свободу, за нашу общую Родину, тех людей, которые, не щадя себя, отдавали свои жизни. И сегодня наши земляки тоже сражаются с фашизмом и тоже не щадят себя. Очень многие погибают. Но мы все-таки надеемся, что скоро это закончится, и мы верим в то, что победа будет за нами. Наши земляки, как и весь советский народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, беззаветно трудились в тылу и внесли значительный вклад в победу. Я горжусь тем, что я живу в такой стране, которая помнит своих предков, а не забывает их. Я горжусь тем, что живу в стране, которая знает и чтит свою историю, а не переписывает ее, сказал, выступая перед собравшимся председатель районного собрания Беслан Кантария. У нас не было, у нас нет другой родины. Мы, граждане Абхазии, гордимся тем, что наш маленький народ смог внести пользу для общей победы. Мы гордимся нашими предками. Вечная слава всем героям. Никто не забыт, ничто не забыто. Украсили церемонию творческие номера. Редкий праздник, посвященный событиям Великой Отечественной войны, обходится без легендарной песни «Журавли». Прозвучали стихотворения «Помните, никто не забыт, я остался навеки, жди меня» и многие другие. Все номера были необыкновенно красивыми, трогательными и четкими по отношению к такой важной теме памяти погибших воинов. Продолжая славные традиции наших отцов и дедов в победе над фашистскими захватчиками, мы сегодня отдаем дань глубокого уважения нашим погибшим землякам, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг перед Родиной. Преклоняясь перед мужеством павших, мы сегодня вправе гордиться и славными подвигами новых героев, которые героически сражаются с новой угрозой, сказал член Общественной палаты Давид Пилья. Фашистские идеологи думали, что после первого удара по Советскому Союзу национальная политика СССР рассыпется и народы разбегутся по своим домам. Но этого не произошло, потому что политика, проверенная временем, мудрая политика, национальная политика СССР мы до сих пор ощущаем на себе. Мои дорогие,
Кто мог подумать, что из этого маленького села было призвано 170 человек на фронт, и 102 человека погибло. В рамках торжественного открытия малоимущим семьям раздали гуманитарную помощь в виде продовольствия. Кроме того, здесь же у мемориала работала полевая кухня, где всех угощали вкусной и сытной кашей, за которой выстроилась небольшая очередь. В завершении мероприятия почетные гости и жители села Баргяб высадили аллею героев. В годы Великой Отечественной войны миллионы советских солдат отдали свои жизни, приближая победу. Из деревни Баргяб Калского района не вернулись с поля боя 102 человека. Анжела Убилава, Илона Микава, Пату Библая, Калмедиа. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия «Безопасный город» и «Безопасный район». Смотрите видео пресс-службы МВД Абхазии. Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает рейдовые профилактические мероприятия «Безопасный город» и «Безопасный район». В ходе построения личного состава в Рио начальника УГАИ МВД Лоу Иналыпа поставил перед сотрудниками ряд задач, обозначив основные цели рейда. Первым местом дислокации стал город Новый Афон. К Афону в преддверии курортного сезона сотрудникам поручено проявлять особое внимание. Традиционно город привлекает большой турпоток, обеспечить безопасность которого – приоритетная задача милиции. Управлением госавтоинспекции МВД Республики Абхазия проводятся профилактические мероприятия по республике, направленные на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Министерство внутренних дел очень обеспокоено сложившейся статистикой дорожно-транспортных происшествий. Призываем наших уважаемых граждан соблюдать правила дорожного движения, так как это позволяет сохранить жизни свои и жизни других участников дорожного движения. Сотрудники проверяют водителей тщательно, особо реагируя на управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Статистика ДТП, основное количество которых совершается водителями под алкогольным или наркотическим опьянением, тревожит Министерство внутренних дел. Сотрудники милиции давно работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил ПДД. В ходе рейда 18 мая доложено о ДТП в Гудаутском районе. Руководитель УГАИ по поручению замминистра Беслана Чкадуа, под контролем которого проходит рейд, срочно выехал на место дорожно-транспортного происшествия. Обошлось без жертв, несмотря на то, что удар был сильный и оба авто значительно деформировались. В ходе проведения профилактических мероприятий поступило сообщение о том, что на 66-м километре трассы Псо-Ингур произошло дорожно-транспортное происшествие. А именно автомашина марки ВАЗ-2110 выехала на главную дорогу и совершила столкновение с автомашиной марки Honda CR-V. Водитель автомашины ВАЗ-2110 был доставлен в Гудаутскую больницу, откуда его в срочном порядке госпитализировали в республиканскую больницу. Последний получил повреждения тазобедренного сустава. Сотрудники несли службу до поздней ночи, несмотря на ужесточенные меры взыскания за нарушение ПДД, уже вступившие в силу, правоохранители продолжают выявлять случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В ходе проведения профилактических мероприятий в городах и районах Республики Абхазия сотрудниками отделов ГАИ и Управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия было выявлено 267 административных правонарушений. Все граждане, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения, будут лишены водительского удостоверения сроком на полгода. На последних будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия сотрудники милиции продолжат далее по всей республике. МВД напоминает, что основной целью рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества правонарушений и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ МВД Абхазии Лоу Иналыпа также обратился к гражданам республики в связи с изменением законодательства. Управление государственной автомобильной инспекции Министерство внутренних дел Республики Абхазия информирует граждан Республики Абхазия о том, что Народным собранием парламентом Республики Абхазия принят закон о внесении ряда изменений в Административный кодекс Республики Абхазия. Так, изменения коснулись статьи 119 Административного кодекса Республики Абхазия. Лицо, управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, под иным подразумевается опьянение наркотическими препаратами и веществами, подлежит административному штрафу в
30 тысяч рублей и лишению права управления транспортным средством на полгода. За повторное в течение года нарушение статьи 119 Административного кодекса, то есть управление транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, лицо подлежит административному аресту на 15 суток и продлению срока лишения на 1 год. За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, но не пребывающим в состоянии алкогольного либо иного опьянения, данное лицо подлежит административному аресту на 5 суток и лишению права управления транспортным средством на 1 год. Сотрудники управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия уже руководствуются принятыми поправками. Просим вас соблюдать правила дорожного движения и беречь жизни свои и жизни других людей. И снова к новостям в районе. «Война и мир» в исполнении галских школьников на сцене Абхазской филармонии. 16 мая в Сухуми в Абхазской государственной филармонии прошло мероприятие, приуроченное к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, в котором приняли участие школьники со всех районов Абхазии. Репортаж Анжелы Убилава. 16 мая в Сухуми в Абхазской государственной филармонии специально к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялось мероприятие, в котором приняли участие учащиеся школ со всех районов Абхазии. Районным отделом образования было принято решение, что учащиеся средней школы номер 1 примут участие в республиканском мероприятии в виде сценки, которое посвящено 30-летию победы Отечественной войны народа Абхазии. Мы репетировали больше 1 месяца. С учениками работал филолог абхазского языка. Мы прорабатывали каждое движение, проговаривали каждое слово. То есть это был очень кропотливый труд. Во-первых, нужно отметить то, что данное мероприятие способствует сплоченности коллектива учащихся, да, то есть они совместно работают. Они в какой-то степени проявляют свои какие-то творческие способности. И при этом нужно отметить то, что они поддерживали друг друга на протяжении всего этого времени. Инициатива данного мероприятия предложила нам Министерство просвещения. Организатором мероприятия, которое началось с гимна Республики Абхазия и минуты молчания, выступило Министерство просвещения. Санда азара министра имя пунагу, а узнак затка. Ереску зиге вижеба шукса абсна аяйра ахатрей жокшуксей ахабшумра асхазарей. Яха абсна район карбонби ашкол хочку ахтер буд рык куларака один штол бей башрай яску. Сара ивзейхи шерстаху. Яха идишен доламам таза, актенчра, агобзера, аманшора, ясна гяженскеш хоза, ясна хапсна было пшта, и было хаду бесша, ясна хахенткара, яхар шершерва, и что хза харахбира, наунак за хапсанра. Галский район представила средняя школа номер 1 имени Аза Гумава. Учащиеся старших классов поставили трогательную сценку о начале Отечественной войны народа Абхазии и мобилизации, показав весь трагизм войны и масштабы человеческой трагедии на фоне контрастов мирной жизни и начинающихся военных действий. Обычный день, обычной семьи, и вдруг они узнают, что началась война. И получается так, что привычный образ жизни разрушается. То есть дети вжились в эту роль, и поэтому они эмоционально играют свою роль с музыкальным сопровождением. Нужно отметить то, что в этой сценке отражается именно то, что война – это самое ужасное, то, что происходит с человечеством. Именно война, она разрушает практически все. Самое прекрасное то, что есть, человеческие ценности, и которые были построены на принципе любви и справедливости. И нужно отметить то, что мы работали не покладая рук, и отдел образования Галского района создавал нам благоприятные условия для того, чтобы мы могли работать в комфортных условиях. Учителя, которые готовили ребят, отметили, что несмотря на существующий в определенной мере языковой барьер, учащиеся отлично справились со своей задачей. Им хорошо удалось передать трагедию случившегося в постановке на абхазском языке.
Расскажите, какую значимость имеют подобные мероприятия, как давно занимаются наши гальские ребята и что составляло особую сложность в случае, когда репетировали ребята? Начну, наверное, все-таки со сложностей. Самая большая сложность для нас – это все-таки языковой барьер. Наши сценки должны быть на абхазском языке. Дети у нас не находятся в языковой среде. Абхазский язык они слышат исключительно в школе, на уроках абхазского языка. И, конечно, им не сложно выучить текст, но когда они выступают, это же должен быть не зазубренный текст, они должны свободно говорить, выражать свои чувства, эмоции. И вот тут у нас происходят небольшие сложности, но я думаю, что мы, насколько это было возможно, данный барьер преодолели. Дети очень сильно стараются, детям нравится быть вовлеченными в разные такие творческие процессы. Что касается именно данного мероприятия, все-таки много плюсов. Мы прививаем любовь к родине, чувство патриотизма. Дети знакомятся с детьми из других районов, у них завязываются дружеские отношения. Дети очень приветливо друг к другу относятся, и это не может не радовать. Ребята занимаются и готовятся к этой сценке уже более 2 месяцев. Подготовки к ребятам отношения более имеет это Басария Элита Беслановна, она преподаватель абхазского языка. Манана Владимировна, преподаватели истории в нашей школе, все вместе, там они все организованно помогали, конечно. Мероприятие получилось масштабным и интересным. В сценке, которую представили галские школьники, участвовали 19 учащихся с 7 по 11 классы. Мы готовимся достаточно долго, так как играть нам было, соглашусь, сложно, но пересмотрев пару фильмов военной тематики, мы уже вжились в данную нам роль и справились с задачей. А также хочется поблагодарить наших педагогов, учителей, историков, которые до конца поддерживали нас. Благодаря нашим учителям мы всегда будем помнить о трагических страницах нашей страны и постараемся не забывать об этом. Выступление состояло из 2 частей. В первой части на посту дежурят 9 резервистов из отдельного полка внутренних войск. 2 из них вступают в диалог, в котором речь идет о затишье перед бурей. Тут начинается перестрелка, где ребята со словами «Наши предки боролись за свободу нашей страны, и мы будем биться до последней капли крови», рвутся в бой. Во второй части представления актеры демонстрируют сцены семейной идиллии, после чего звучит объявление по телевидению о начале войны и мобилизации. Война рушит жизни и мечты. Именно это звучит подспудно в каждом номере выступающих. Подобные встречи не только дают молодежи представление об Отечественной войне народа Абхазии, но и воспитывают уважение к памяти павших героев, знакомят с героическими страницами истории нашей Родины, воспитывают в подрастающем поколении истинное чувство патриотизма. Анжела Убилава, Тея Басария, Борис Цацуа, Гал Медиа. Аспирант АГУ Пата Гамахария занял 3-е место в 19-й ежегодной молодежной научной конференции в Ростове-на-Дону. Представлявший Абхазский государственный университет аспирант АГУ Пата Гамахария в секции биологические науки и подсекции общая биология занял 3-е место за научный доклад на тему влияния температуры моря, течений и ветров на миграцию европейского анчоуса в территориальные воды Абхазии и был награжден дипломом. Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту объявляет прием заявок на республиканский конкурс среди сельской молодежи «Халшара». Целью конкурса является выявление и поддержка сельской молодежи, которая занимается национальным предпринимательством, для улучшения уровня жизни сельской молодежи и продвижения идей трудолюбия и патриотизма в молодежной среде. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности. Заявки принимаются до 8 июня. Максимальная запрашиваемая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей. В Гале 21 мая впервые прошли соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек. В них приняли участие спортсмены Галского, Ачимчирского и Творчалского районов. Смотрите зарисовку наших корреспондентов. Здравствуйте, приветствую вас, эксперты, любители спорта. У нас в районе первый раз проводится соревнования по рукопашному бою. Очень интересно.
развивающихся. Спортсменам хочу пожелать удачи, весь стран, чтобы обошлись, а зрителям хорошего просмотра. Спасибо. Сегодня действительно хороший знаменательный день, потому что в городе Гал проходит первый турнир по рукопашному бою. Если даже мало количества сегодня пришло, но будет хороший результат. Всем желаю успеха, главное без травмы и удачи, ребята. Сегодня у нас проводятся соревнования по рукопашному бою. В районе проводится оно первый раз, ранее не проводилось в районе. Он очень мало развитый вид спорта и хотелось, чтобы развивалось больше, и мы будем прикладывать к этому усилия. С инициативы отдела молодежи и спорта Гальского района проводилось это соревнование, и будет еще неоднократно и почаще, как можно, чтобы развивался этот вид спорта. Ну, сегодня в Гальском районе произошло событие хорошее. Впервые, скажем, за столько лет был осуществлен чемпионат. Уровень, естественно, хороший. Самое главное, все обошлось. Ребята делали свое дело очень профессионально. Никаких травм не было. Я хочу большое, огромное спасибо сказать, кто организовал это мероприятие, и особенно тренерам и организаторам. Карате я занимаюсь с 3 лет, уже 11 лет. Мне этот вид спорта очень сильно нравится. Сегодняшнее соревнование мне очень сильно понравилось, тем более мой бой, мой соперник. Он тоже был хороший, не как некоторые. Я хочу, чтобы такие соревнования в дальнейшем проводились очень часто. Я, конечно, как все, хочу все время выигрывать. Спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. Спорт укрепляет здоровье, естественно, и вот чтобы дети могли спортом заниматься. За это большое спасибо еще раз скажу Бачукле Бачаевичу. Посмотрим. Категории у нас были от 8 до 16 лет. Скворчели, города Гала, Чамчели. И чемпионом становится Эдуард Ромео. Пока подождите, не расходимся, еще есть.
Командный дух спорта и веселые игры. 15 мая в Хятской школе состоялись веселые старты, организованные совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий при поддержке инициативных групп. Как прошли веселые старты, узнаете прямо сейчас в репортаже Наны Апшилала. 15 мая в первой школе села Хятска прошли спортивно-развлекательные мероприятия «Веселые старты», организованные совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий при поддержке инициативных групп. В стартах приняли участие команды 5 школ Галского района, из 2 школ села Хятска, а также сел Батайгуара, Шешикуара и Таглан. На мероприятии присутствовала заведующая Галским РО Екатерина Габелия. Каждая команда ожидала лишь свистка судей, чтобы начать выполнять различные задания. Игры были разнообразными и веселыми. Самым интересным для школьников стало перетягивание знаний, где ребята отвечали на вопросы. Также командам были предложены очень непростые конкурсы с бегом в мешках, где каждый из участников должен был написать слово «гал» и вернуться к своей команде, передав эстафету дальше. Ребята проявили меткость и сообразительность. Они очень переживали и старались проявить максимум усилий. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили напряженно. Спортивный задор и желание добиться победы захватывали соревнующихся настолько, что все старались прийти к финишу только первыми. У учащихся 5 школ есть уникальная возможность проявить себя с хорошей стороны. Они могут показать свою ловкость, скорость, смекалку. Это своего рода пропаганда здорового образа жизни. Было бы хорошо, если подобного рода мероприятия проводились бы почаще у нас в районе. Представители РИК, они также находились в других районах Абхазии, наблюдали за процессом именно в рамках данного проекта. И сейчас, наконец-таки, очередь Галского района. Сегодня праздник, потому что я вижу огромное количество улыбающихся лиц, дети воодушевлены, а также с детьми находятся учителя физкультуры. Они пытаются тактическим образом объяснить им, как взаимодействовать, потому что это коллективная работа, это командная работа, и от команды многое зависит. Данную идею поддержал отдел образования Галского района в лице Екатерины Валерьевны. И это было их решение, что мероприятие нужно проводить именно в сельской школе для того, чтобы сельские дети активнее принимали участие в подобного рода мероприятиях. Веселые старты будут проводиться в 5 районах республики. Спортивные мероприятия организованы в сотрудничестве с районными инициативными группами. В них принимают участие дети от 14 до 16 лет. Очень понравился конкурс перетягивания знаний. Было очень интересно. Я очень переживала за нашу команду. Конечно же, хотела, чтобы мы были первыми, и мы очень старались и поддерживали друг друга. Веселые старты совмещают в себе веселье и здоровый образ жизни, что является отличным примером для детей, а также помогает формированию командного духа. Они показывают, что занятия физкультурой и спортом могут быть веселыми и иногда даже смешными. Победителем спортивного мероприятия стала команда «Феникс» из села Батайгуара, которая будет представлять Галский район на финальном мероприятии в городе Ткорчал. Все участники были награждены грамотами. Мы сегодня победившаяся команда. У меня впечатления просто были очень хорошие, но я, правда, не ожидала такой выигрыш. И мне более всего понравилось прыжки. Девиз нашей команды это было «Вперед к победе», и мы оправдали этот девиз. Я очень рада к этому. Спасибо. Спортивный праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведенный праздник по-настоящему сплотил ребят, никого не оставив равнодушным. Нана Апшилала, Борис Цацуа, Гал Медиа. Внимание, вакансия! Управление городского хозяйства администрации Галского района Республики Абхазия объявляет о приеме на работу на рабочие специальности в коммунальный отдел управления городского хозяйства. Требуются коммунальные рабочие, уборщики, механизаторы, колесный экскаватор-погрузчик. По трудоустройству обращаться в коммунальный отдел УГХ по адресу город Гал, улица Апсны, дом 1. В рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Или по телефонам 771 40 09, 725 58 50. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго. Абзиярас.